Я не могу дышать в этой маске. У нас сегодня первый день с волонтерами-медиками. Я еду с ребятами. Это Аня. Аня у нас опытный волонтер. Вот у нас сегодня 7 адресов сейчас имеется. За сколько примерно времени? Сколько времени уходит на один адрес? Ой, Минут 40 сколько? Ну, с учетом закупа. Мы, допустим, если поедем по аптекам, до аптеках нету препаратов, мы ищем по всему городу, допустим, также по продуктам. Мы приехали за первым заказом в аптеку. Скользко? Пожалуйста, возьмите талон снова. Пока вы ожидаете в очереди. Что берем? По предзаказу А. собираем заказ. То есть человек уже заказал, мы просто выкупаем и отвозим. Да. И часто делают предзаказ в аптеку или в основном просто говорят список, В что основном нужно, список, да. и ездишь, покупаешь, да? А сколько заявок в среднем в день? В день звонков в среднем где-то около 150. 150. Да, а из них некоторые просто как справочные звонят, спрашивают вопросы различные там насчет пенсии, там могут спросить насчет социальных выплат, могут спрашивать. Ну и вообще звонят даже... Пообщаться? Да, не инвалиды, не пожилые люди, для себя там могут захотеть, там по-разному бывает. Ну и из них у нас отрабатывается где-то, настоящий, кто именно нуждается в тот же день, и нас где-то порядка около 80. Вчера, например, у нас было, сейчас скажу, Тоже очень много. 74 заявки отработано с нашими волонтерами. Они уезжают, забирают заявки с собой и оперативно привозят, получается. А что в основном заказывают? Продукты питания, лекарства? Они поровну, получается. Лекарств тоже очень много, пожилые все нуждаются. Некоторые из поликлиник, поэтому наших волонтеров в поликлиниках тоже находятся. Вам надо было здесь, мы, в принципе, можем прийти. Все, мы привезли лекарства, сейчас отнесем. Я как Саб-Зиро. Один пакетик лекарства и 3 человека. Один телохранитель, одна волонтер, второй телохранитель, а третий просто оператор, да. Нормально. Еще и водитель. Да. Всего доброго. Спасибо. До свидания. А то паника, мокала. Заявки принимаете только от граждан старше 65 лет? 60 лет. Старше 60 лет. И инвалидов первой группы. Ну а если человек одинокий после операции, вот, например, как сейчас звонил недавно человек? У него тоже определенные случаи бывают, что если он один, одинокий, то тоже выезжаем. Но бывают случаи, когда дети, это взрослые, да, мужчины, которые заказывают там, муку, сколько-то там килограмм и так далее. Волонтеры приезжают, а там им открывается огромный мужчина. Там, тоже такое Просто быть. как рабсилу используют, Да, что ли? может быть такое, просто вот не всегда возможно идентифицировать, что есть такие люди и так далее, которые пользуются такими. А есть более нуждающиеся, например, люди, да, которые пожилые люди, одиноко проживающие, у них родных никого в городе нету, и вот таким желательно стараемся выезжать, конечно. Это уже второй магазин, куда мы приехали, потому что в первом не было нужной продукции местной. Ты как-то все мимо кадра пробегаешь. Старательно так. Тут этим пахнет шаурмой. Вот, смотри, пришли. Вот, смотри, кефир уже 3,2 что-то появляется. Ага. А какой объем? Она сказала одну бутылку. Большую?
Есть бутылка вот такая. Слушай, в наших условиях нужно брать по максимуму, чтобы заморозить потом, если что, и все. Пять штук. 32% там, да, написано? Так, хлеб черный и один белый. Яйцо какое? Белореченское. О, одну секунду. Или окинское. Яйцо, один лоток, 30 штук. А что, наших яиц нет? Молодой человек, а есть наши яйца якутские? Птицефабрика. Чтобы 30 штук сразу. Ну, давай вот В этом есть, в ферме должны быть яйца. Если что, зайдем обратно. Так, хлеб белый, хлеб... А, сухари еще нужно. Вот, нет, вот кассы, где написано. Как заказы отрабатываете, если человек просит определенную пасту, определенный стиральный порошок, а их не все позиции есть в наличии. Например, волонтерам по правилам, ну, есть, да, которые определенные инструкции, они, чтобы весь день не тратить в поисках этого, они в 2-3 магазинах смотрят соседних, да, например, если там тоже не найдется определенный, там, бывают заявки, где клубника или что-то там заказ, да, но первой необходимости продукты и хозяйственные магазины, ну, препараты, ну, вещи, да, получается, либо лекарства. Если не найдется в нескольких позициях, в других магазинах, то они, заявители звонят заранее, говорят, предупреждают, согласны ли они с этим. Ну, если согласны, то уже меньше. А если он скажет, я не согласен, а уже купили половину заказа, что тогда? Ну, они не покупают сразу, поэтому предварительно звонят, говорят, потом после этого только могут оплатить. Ага. Чтобы не было того, чтобы волонтер там свои деньги потратил и заявка там отменена сразу. Поэтому заранее все обзванивают, перед тем, как купить, прям стоят около кассы и спрашивают, что выходит на такую-то сумму. А если у человека нет мобильного банка, как он делает? Наличными оплачивают. Если налички нет. Вот пенсию еще не принесли, телефон старенький. Ну, это Ведь есть сложно, такие это случаи? такие случаи бывают, но на такие случаи обычно там они, ну, пожилые люди сами не стараются заказывать, да, если звонят и говорят, то мы можем им там помочь своими деньгами там купить там определенные продукты, хлеб, молоко и крупы там, например, можем отвезти. Ну, а если там какая-нибудь бабушка скажет, я вам карточку дам, вы сами пойдете деньги Ну, снимете. нет, это слишком большая ответственность, запрещено это. Спасибо. И что, мы сделали 2 заявки. Нам еще 5 осталось. Мне кажется, я уже похудела. Мы даже еще полностью 2 не сделали. Почему? Мы же, подожди, мы же на Октябрьской были, вот сюда вот 2 заявки мы уже сделали, да. Уже полдня прошло. Ужас. Но время летит, да. И вот так каждый день, да, ребята, вы ездите? Да. Вам не надоело? Не успевает надоедать мне кажется. Ответ истинного патриота. Потому что, мне кажется, мыслей таких, даже времени нет. А какая погода на улице хорошая? И вот после закупа сидим вот так вот в машине, о господи, мне жарко, и раскладываем продукты по коробкам. Также там чеки сразу лежат внутри. Нет, ты диктуй просто. Стоимость. Чисто Сумма. с 2 же магазинов. 528 и 300. Так, 528.
Рассказывай, что вам можно делать, что нельзя делать, когда вы приходите, заказ доставляете. Категорически запрещается входить в квартиру, брать что-либо у Людей. людей. То есть, если тебя хотят чай напоить, там, пирожки, что-нибудь? Нет. А если с тобой в дорогу скажут, вот такие Нет, пирожки возьмешь? тоже нельзя. Почему? А если ты голодный весь день бегаешь? Ну и что? Все равно нельзя. Вы именно как водитель хотите, да? Ага. Ну, например, если водитель, то мы машину хлоркой тоже обработаем, да? На всякий случай. Каждый раз будем обрабатывать. Волонтеры, например, берут заявку, они сюда приходят, они инструктаж уже прошедшие ребята, берут заявку по адресам, например, Алкыз делит их по районам города. Центр, то столичная, где Курдугара, аэропорт, все, понакасада заявка на Навлар. И потом по магазинам едут сначала закупаться. Потом в магазинах к пожилым людям, когда идете в перчатках, каждая заявка, перчатки меняете, ну, одеваете, несколько пар элабмарался, перчатка, да? Маски каждые 2 часа меняете. В зависимости от этого Маннова Кысами вам будет выдавать по количеству заявок маски и перчатки. Аня, почему ты решила пойти в волонтеры? Надоело сидеть дома. А если честно, у меня просто шило в заднице, наверное. Серьезно. Ну как весь процесс происходил? Ты просто позвонила, сказала, я хочу помогать и что? Очень много организаций, кстати. Я хотела именно медиков. И вот нашла. Что ты хотела именно? Волонтеры-медики. Волонтеры-медики? Да. Ну и как все происходило? Ты позвонила, сказала, здравствуйте, меня зовут Аня, я хочу вам помогать. Да. Сказали, да, Аня, приходи, пожалуйста, мы тебя рады видеть. Все точно так Какие и там было. тесты, что-нибудь? Да, тест проходишь, онлайн-тестирование, онлайн-обучение. Сколько времени это занимает? Как это Ой, вообще это- выглядит? это- Тестирование, там 150 вопросов, что это? Нет, очень быстро все. 10 вопросов всего. 4 урока смотришь, потом по этим видеоурокам ты сдаешь как бы тест экзаменационный, все. И если ты прошел, то все, добро пожаловать. И вот когда у нас вся эта ситуация закончится, мир вздохнет спокойно, без масок, ты дальше будешь помогать волонтерам, медикам? Живем, увидим, но очень интересные люди, мне очень нравится. Не знаю, быть частичкой всего этого, мне кажется, оно воодушевляет.